Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Органами прокуратуры республики во взаимодействии с органами безопасности и правоохраны проводится системная работа по пресечению фактов пропаганды либо публичного демонстрирования нацистской атрибутики. Какая ситуация складывается в этой сфере, мы обсудим сегодня с нашим гостем в студии Вячеславом Никифоровым, исполняющим обязанности помощника прокурора по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействию экстремизму и терроризму. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, наверное, начнем все-таки с основного. Какая же ответственность предусмотрена за пропаганду нацистской символики и атрибутики? Начну с того, что 1 июля 2021 года президент Российской Федерации подписал закон, которым внесены изменения в закон об увековечивании памяти погибших в Великой Отечественной войне, которым запрещено использование, в том числе публичная демонстрация нацистских символики, атрибутики, а также иной символики и атрибутики, которая до степени смешения подходит к нацистской символике и атрибутике, а также символика и атрибутика экстремистских организаций, которые внесены в соответствующие перечни, и публичное демонстрирование их символики запрещено федеральными законами. Начнем с Кодекса об административных правонарушениях. Статьей 20.3.1 установлена административная ответственность за публичное демонстрирование либо пропаганду нацистских символики, атрибутики, а также, как я уже сказал, той символики и атрибутики, которая до степени смешения к ним подходит. Если говорить о видах ответственности, то распространяется она на физических, должностных и юридических лиц. Предусматривает она наказание в виде штрафа. Штрафы достаточно значительные, а физические лица могут быть подвергнуты административному аресту вплоть до 15 суток. И к данным видам наказания применяется также дополнительный вид наказания. Это конфискация предмета, которая послужила предмет административного правонарушения, с помощью которого оно совершено. Если говорить про уголовную ответственность, она введена в 2022 году в Уголовном кодексе. Данной статьей она, в принципе, аналогичная, только единственное, что она предусматривает неоднократность публичной пропаганды либо демонстрирования нацистской символики и атрибутики, если ранее это лицо уже было подвергнуто административному наказанию, которое я сказал выше. Здесь наказание, конечно, намного сильнее. Оно предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Также могут быть назначены принудительные работы на такой же срок, могут быть назначены обязательные работы на срок до 480 часов, а также может быть назначен штраф в размере от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Скажите, а что же все-таки подразумевается сейчас под пропагандой и демонстрацией запрещенной символики? Потому что нет же уже таких случаев, когда человек стоит где-нибудь на площади и открыто демонстрирует. Или я могу ошибаться? Конечно, таких открытых фактов уже нет. Это все происходит достаточно закрыто. В основном это, конечно, сеть интернет, где это все происходит. Федеральный закон об экстремистской деятельности, о противодействии экстремистской деятельности, к этой деятельности относится в том числе пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики. Это те же самые изменения, о которых я сказал. Они также были внесены и в этот закон. Под демонстрацией что подразумевается? Это публичное выставление, показ, демонстрация на фото, видео, кинопленках и в иных доступных средствах доведения до зрителей, грубо говоря, этой информации. То есть это и есть демонстрация. Если говорить про пропаганду, то здесь, конечно, намного сложнее, потому что пропаганда — это все-таки избирательный подход, да, к данной ситуации, к этой нацистской символике и атрибутике, который выдирает из контекста, грубо говоря, определенные моменты и доносит их до зрителя с целью формирования у них соответствующего отношения к этой символике и атрибутике. Вот в связи с этим вопрос. У нас же есть очень много фильмов военных лет, например, «17 мгновений весны». Значит ли это, что все сцены с присутствием там нацистской символики будут каким-то образом вырезаны или замазаны, если это нарушает законодательство? Нет. В законе есть оговорка, которая говорит о том, что использование данных символики и атрибутики, оно, в принципе, допустимо, в том числе, как вы сказали, в кинолентах, в фильмах и в других
источниках средств массовой информации, если они формируют негативный образ, да, данных лиц, которые ее носят, которые пропагандируют данную идеологию. То есть в данном случае это возможно, только именно в этом контексте, но ни в каком ином другом. Давайте тогда поговорим об интернете, потому что все публичное переходит как раз туда. Чаще всего случается так, что в интернете высказываются те люди, которые уверены в том, что их никогда не отыщут, у них скрыто имя, они выступают под каким-нибудь псевдонимом. Вот как здесь ведется работа? Данное направление ведется оперативными службами Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия и Управления Федеральной службы безопасности по Республике Саха-Якутия. Есть Центр противодействия экстремистской деятельности при МВД Республики, которые, в принципе, уполномочены на проведение именно таких проверок. У них есть соответствующее оборудование, которое с легкостью позволяет им идентифицировать того пользователя, который это все разместил, отыскать его и, соответственно, составить материалы и привлечь к установленной законом ответственности. Поэтому в этом направлении работа налажена. Если переходить сразу к статистике, да, опережая этот вопрос, уголовная ответственность, как я сказал, уже введена не так давно, с прошлого года, с середины прошлого года, то административная ответственность, она действует достаточно давно, и только в этом году у нас на территории республики уже установлено 26 таких фактов использования пропаганды и демонстрирования нацистской символики и атрибутики, за которые уже, насколько я помню, 18 или 19 лиц уже привлечены к административной ответственности, остальные материалы находятся на рассмотрении. Скажите, а есть ли здесь какой-то усредненный портрет? Возможно, по глупости несовершеннолетней личности выходят в интернет и начинают заниматься вот такими делами? Усредненного портрета нет. Есть люди, которые в принципе этому привержены, да, над ними оперативные службы работают и в плане привлечения к уголовной ответственности. Усредненного портрета нет. Есть, конечно, факты, когда они совершеннолетние, но тут надо тоже понимать, да, то есть есть возраст, с которого настает определенная ответственность, и если такие факты есть, и они не повлекли каких-то последствий, да, проводится работа органами системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних с родителями, проводится работа с образовательными организациями, которые путем принятия дополнительных организационных мер эти нарушения устраняют и формируют у подростка, так скажем, адекватный взгляд на действительность, да, и объясняют, что такое хорошо, что такое плохо, в плане нацистской атрибутики и символики, конечно. Не только нацистская символика и атрибутика считается у нас запрещенной. Напомните, пожалуйста, что еще нельзя публично демонстрировать? Список достаточно большой. Есть перечень экстремистских организаций, да, которые запрещены в Российской Федерации. Их перечень размещен на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. То есть размещение, демонстрирование, использование пропаганды, их символики также образует состав этого административного правонарушения. Если говорить про террористические организации, такие организации, такой перечень, он размещен на сайте Федеральной службы безопасности России. В отношении нацистской символики и атрибутики достаточно сложнее, такого перечня нет. То есть он формируется путем правоприменительной практики, да, с привлечением соответствующих лингвистов, историков и так далее, да, которые соответствующими познаниями обладают. Если говорить конкретно, то под нацистской символикой понимается символика это национал-социалистической немецкой рабочей партии. К такой символике также относят свастику, знамена, какая-то атрибутика лейб-гвардии СС, железные кресты, различные руны, эмблемы фашистской партии Италии, где руководителем был Бенито Муссолини, и много других. Также с недавнего времени в Российской Федерации под запретом символика РОА, это так называемая Российская освободительная армия, и УПА, это Украинская повстанческая армия. То есть это те организации, которые сотрудничали с фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны. И, соответственно, эти организации также под запретом, и их символика.
А вот были же еще такие случаи, когда дети в интернете публично демонстрировали символику, связанную с тюремной жизнью. Это же тоже движение, которое впоследствии стало запрещено. Это входит в перечень? Да, это экстремистская организация, вы имеете в виду, скорее всего, АУЕ, так называемая. У нее очень много аббревиатур. Это и, ну, в основном, конечно, это арестантско-уркаганское единство. Это направление в основном, наверное, все-таки имеет место в местах лишения свободы, поскольку, ну, пропагандирует идеи воровской среды. В основном это у нас в исправительных учреждениях. И несмотря на то, что у нас исправительных учреждений, колоний не так много на территории республики, их всего 5, у нас такие факты также есть. Возбуждено по состоянию на сегодня у нас 7 уголовных дел в отношении лиц, которые пропагандируют среди других осужденных воровские традиции и идеи, ну, предусмотренные вот этой запрещенной экстремистской идеологией АУЕ. А вот когда были случаи с движением тоже вымышленным, которое впоследствии запретили ЧВК «Редан», если я не ошибаюсь? Такие случаи По встречались? у нас в ЧВК республике? «Редан» таких случаев у нас на территории республики не было. Да. У нас только, получается, вот по нацистской символике и атрибутике и АУЕ. По максимальной отработали данные вопросы. Виновные лица уже даже к уголовной ответственности привлечены. Но они, так как отбывают срок наказания, им просто по совокупности приговоров сроков прибавили. Ну и, как правило, их отправляют в другие исправительные учреждения для того, чтобы режим в наших учреждениях, ну, на более строгий режим, так скажем, да, для того, чтобы режим в наших исправительных учреждениях не страдал, так скажем. Мгм. Вячеслав Николаевич, еще такой вопрос, чтобы поставить какие-то более-менее четкие границы. С запрещенной символикой мы определились, с нежелательными организациями тоже, но вот в нашей стране в последние годы очень много становится нежелательных лиц, организаций и иноагентов. Вот если демонстрировать что-то связанное с этими личностями, можно ли также быть привлеченным к административной либо уголовной ответственности? Да, есть Кодексом административных правонарушений Российской Федерации предусмотрена ответственность за участие в таких организациях. То есть иноагенты, это мы понимаем, да, это физические лица, они тоже внесены в реестр, да, на них в связи с этим налагаются определенные запреты и ограничения. Но есть еще также организации, вот про которые вы только что сказали, да, и участие в этих организациях, оно образует состав административного правонарушения, который устанавливает достаточно суровую административную ответственность, так же, как я говорил, штрафы вплоть до административного ареста. Мгм. Но уголовной ответственности, к сожалению, по таким статьям нет. Ну а вот что делать в случае выявления запрещенной символики или атрибутики гражданам? Какие меры необходимо принять? Может, куда-то сообщить? Сообщать непременно надо. Если вы обнаружили это в сети интернет, в ходе переписки в каких-то группах, то обязательно необходимо собрать доказательства определенные. То есть все уже пользуются смартфонами, все умеют это делать, да, умеют делать скриншот. Сделайте скриншот, то ли это будет компьютер, да, страница в сети интернет, либо это будет какая-то группа в социальной сети, WhatsApp, Telegram и так далее. И направьте эту информацию с соответствующим заявлением в органы прокуратуры по месту жительства. То есть прокуратура, все знают, что орган надзорный, то есть мы понимаем, к чьей компетенции относится решение тех или иных вопросов, возбуждение тех или иных уголовных дел или дел об административных правонарушениях. И мы, соответственно, примем решение по направлению их в компетентные органы для принятия решения и привлечения к ответственности. Ну что ж, Вячеслав Николаевич, благодарю вас, что пришли сегодня к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я надеюсь, что многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.